Программа «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения. Меня зовут Екатерина Тимиряева. Здравствуйте. Сегодня наш гость – заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Александр Лопухов. И мы обсуждаем ситуацию с коронавирусом и противопожарный режим. Александр Шагеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Давайте начнем по ситуации с коронавирусом. Зона ответственности Госкомитета Башкортостана по ЧС. В чем она заключалась? За что вы отвечали? Нам было поручено организовать деятельность обсерваторов, на которые из резервного фонда республики были выделены дополнительные средства. На сегодняшний момент у нас функционируют два таких обсерватора. Это на базе санатория Юматова и санатория Радуга. Мы организовывали встречу людей, которых привозили в обсерваторы. В основном это рейсы, прибывающие из-за рубежа, размещение их и комфортное существование, не существование даже, а прохождение этого режима изоляции в обсерваторе. Ну, работа продолжается. Конечно. Только сегодня ночью мы дополнительно привезли из Казани борт, который пришел из Узбекистана. Это 36 человек. И ночью они были размещены в Юматово. Давайте обсудим особый противопожарный режим. Он действовал с 30 апреля по 10 мая. Много ли было нарушений? Нарушения выявлялись мобильными группами, и они как бы не выделяются в отдельную статью. Единственное, что за них полагается двойное наказание. Я имею в виду штрафы за них в 2 раза больше, чем в обычном режиме противопожарной опасности. Много ли было нарушений? Я вам так сказать не могу, сколько именно конкретно было. Но выявлялись и сжигание мусора, и порубочных остатков. В эти же дни, сами знаете, многие выезжали в сады, начинали убирать участки свои, поэтому нарушения были, они выявлялись, и значит, виновные привлечены к административной, будут привлекаться к административной ответственности. Но, тем не менее, противопожарный режим он продолжается в данный момент. Напомните, пожалуйста, нашим телезрителям, каковы штрафы и что нельзя делать сейчас в садах на участках собственных? Штраф обычно для, так скажем, для частника, для обыкновенного гражданина, это 2-3 тысячи рублей за нарушение. Во время особого противопожарного режима эти штрафы увеличатся в 2 раза. Но, как вот вы сказали правильно, что 10 дней у нас был особо противопожарный режим, в ходе которого запрещено даже пользоваться мангалом и другими источниками для приготовления пищи на открытом огне, ну, естественно, кроме кафе и ресторанов. Также запрещалось сжигать, как я уже сказал, порубочные остатки, любое разжигание костров запрещалось. В эти дни проводились мероприятия по дополнительному обеспечению пожарной безопасности, расчищались территории заброшенные, расчищались территории, граничащие между лесами и населенными пунктами. Ну, большой спектр мероприятий, которые проводятся именно в период особого противопожарного режима. Вообще, для чего он вводится? Это режим, который вводит, это дополнительные мероприятия по пожарной безопасности, которые вводят органы государственной власти или местного самоуправления, если обстановка с пожарами ухудшается. Ну, как известно, в майские праздники это массовый исход горожан в сельскую местность, да, в садовые товарищества, поэтому как раз очень актуально, когда в этот период вводится такой режим. Сейчас я хочу сказать, что вот многие садоводы, особенно убирая свои участки, начинают выжигать мусор, выжигают старые ветки, да, траву. Есть определенные правила, которые не следует нарушать. Во-первых, для безопасности своего имущества, безопасности имущества соседей, за которые тоже мы отвечаем, если наши действия послужили причиной повреждения или уничтожения этого имущества. Например, можно выжигать мусор, сухостой в ямах, специально подготовленной площадки. Это на расстоянии 50 метров от строений, 100 метров от хвойных насаждений, либо от 30 метров от лиственного леса. А глубина сколько должна быть? Не менее 30 сантиметров и диаметр не больше метра. По периметру делается противопожарная опашка, не опашка, просто взрыхляется земля на расстоянии 40 сантиметров. И в радиусе 10 метров, значит, вся территория освобождается от горючих материалов, веток, то есть порубочных остатков. И нельзя выжигать мусор, вот этот растительный, при силе ветра больше 5 метров в секунду. Следующий способ – это выжигание. Ну и вода рядом, видимо, тоже должна быть. Да, это обязательно в любом случае. Человек, который занимается сжиганием этого мусора, должен находиться там на месте безотлучно до
окончания всего отжига, плюс потом должен залить угли обязательно. Мгм. Должны быть при нем, то есть какие-то средства пожаротушения, вода, песок. Вот. Если люди сжигают растительные остатки в бочке, то, в принципе, опашку делать не надо, противопожарную. Расстояние, соответственно, до строительных конструкций может быть уменьшено до 25 метров. Но в бочках, единственное, не должно быть прогаров сквозных. Вот. И должен быть лист железа, которым можно в случае необходимости сразу бочку накрыть, тем самым прекратив поступление кислорода и, соответственно, интенсивность горения резко снизится. Ну и, конечно, самый безопасный способ – это сжигание наших растительных этих остатков в печах. У многих есть там Бани. бани, да, летние домики, летние кухни. Может быть, просто на участке стоит печь. Вот они самые безопасные для этого, и в них тоже разрешено сжигать. Александр Сергеевич, а часто ли случаются пожары из-за топки бань? Да, какие рекомендации можете вы здесь дать? Я могу сказать, что у нас топ-3 причин пожаров вообще – это неосторожное обращение с огнем, в том числе курение. В этом году примерно 64% всех пожаров произошло по этой причине. Второе – это неправильная установка эксплуатации, монтаж и эксплуатация электрооборудования, примерно 18%. И неправильное устройство эксплуатации печного отопления, как раз вот о чем вы говорите, бани, это примерно 10%. Поэтому надо особое внимание обращать именно вот на эти 3 причины, потому что они, как я уже сказал, ключевые в статистике пожаров. Ну, а если об этом знать, то можно принять меры безопасности. А есть ли данные статистики, сколько пожаров у нас произошло с начала года и в сравнении с прошлым годом, насколько сильно изменилась она? Ну, на сегодняшний день у нас в республике произошло 4705 пожаров, в результате которых погибло 108 человек. Если брать сравнение с прошлым годом, то у нас снижение и погибель, и по количеству пожаров существенное, примерно 16-17%. Но я могу сказать, что вот даже многие задают вопрос, как коронавирус повлиял, да, на данную статистику. Вот, Потому что люди были дома, да, в том числе и в садах. сухие цифры просто статистики. Мгм. На 1 марта этого года у нас разница по количеству пожаров с прошлым годом была минус 105 случаев пожаров. То есть Мгм. произошло на 105 случаев меньше. К концу марта, нет, это было на 1 апреля, к концу апреля, вот за месяц, у нас разница-то увеличилась до 1400 пожаров. То есть Минус? минус. О чем это говорит? Это говорит о том, что количество пожаров стало меньше резко. Ну, с точки зрения поведения людей, о чем это говорит? Они стали соблюдать меры безопасности, стали тщательнее подходить к этому вопросу? Люди, понимаете, остаются дома, да, под присмотром остаются дети, под присмотром остаются пожилые люди, которые ходят в группу риска. Потом очень большое, как сказать, оказало влияние то, что были ограничены продажи алкогольной продукции. Это все звенья одной цепи. Вот даже по погибшим у нас в прошлом году в апреле месяце погибло 21 человек, погиб. В этом году 14. То есть на 33%, ровно на треть. Александр Сергеевич, один из сильнейших пожаров произошел в Туймазинском районе. Погибли 6 человек, одному человеку удалось спастись. Какая информация на сегодня новая есть по этому случаю? Я знаю, что по этому вопросу, по этому факту ведется расследование следственными органами. Они установят и назовут причину произошедшего. Среди наиболее вероятных причин, я говорю, что среди наиболее, это неосторожное обращение с огнем в состоянии алкогольного опьянения. Но, как я уже сказал, точку в этом деле поставят следственные органы. Это мы еще ожидаем, да, Да. конечно. Часто ли, вы сказали уже, что на минус почти 1500 случаев пожаров стало меньше. Вы сказали, что дети под присмотром, и поэтому пожаров происходит меньше. Но что нужно сделать сейчас нам вот до осени? Как этот период пройти? Насчет детей, кстати, вот я хотел сказать, что в прошлом году у нас за этот же период по причине детской шалости было 24 пожара. В этом году у нас их 10. То есть, сами Вдвое. понимаете, что положительная динамика, она имеется. А в этом году, во время пожароопасного периода, сейчас многие заменят отдых, я думаю, за границей дома
основное место отдыха, наверное, скорее всего, будет сельская местность. Это и садовые товарищества, там, и вообще сельские дома. Поэтому я призываю всех жителей республики просто очень ответственно относиться именно к своей деятельности, к правилам пожарной безопасности, не допускать, просто отказаться от курения в помещении, это первое, к чему я призываю, установить в этих домах, где вы будете находиться, пожарные извещатели, которые на сегодняшний момент являются наиболее эффективным средством по спасению жизни людей, по раннему обнаружению пожара и оповещению об опасности. Вот. И, конечно, не оставлять без внимания и без контроля, можно сказать, тотального контроля детей, потому что в летний период много, кроме пожаров, еще и вода, да, опасность для детей. С начала года, к сожалению, есть такие трагические случаи. Да, поэтому тут нужно контролировать детей, невзирая от их возраста. Ну, естественно, тех, кто самые маленькие, они должны быть, вообще не выпадать из поля внимания, зрения родителей, старших товарищей, ну, вообще просто взрослых людей. Александр Сергеевич, вы уже затронули тему пожарных извещателей. Какая статистика здесь вот на сегодня, да, на середину мая, что можете отметить? И в последнее время были сделаны корректировки законодательства, и в том числе среди получателей пожарных извещателей были пожилые люди и семьи. Вот есть ли какой-то уже результат, о котором можно говорить? На сегодняшний момент у нас за 3 года вот этой работы, чуть больше 3 лет мы занимаемся, Госкомитет занимается по поручению главы республики, правительства республики, установкой пожарных извещателей. Спасены жизни 387 человек, из них 153 ребенка. Только в этом году вот, спасены жизни 50 человек. Буквально вот последние 2 случая произошли 14 мая так у нас в Аскинском районе. Да, там семья из 6 человек, в том числе 2 детей, значит, спаслась только благодаря тому, что вовремя услышали сигнал с рабочего извещателя. Перед этим 3 мая в Иглинском районе, Улутеляк, если я не ошибаюсь, там женщина с 9-летним сыном успела вовремя эвакуироваться. То есть они отрабатывают то, что они должны отрабатывать. Вот эти вот маленькие приборы. Значит, на сегодняшний момент из разных источников финансирования в республике установлено уже 174, даже больше тысячи пожарных извещателей. И с каждой новой тысячей новых извещателей фактов спасения становится больше. До конца года сколько еще планируете установить, если коротко? Ну, я думаю, что 1030 установим. 1030. Но сейчас, видите, вот вынужденная самоизоляция немножко эту работу приостановила. Контакты недопустимы между вот людьми, которые этим занимаются, и получателями, поэтому нам приходится ограничивать свою работу. Но это временное Да, состояние. да. Спасибо, Александр Сергеевич. Я напомню, что гостем программы «Интервью» в эфире Башкирского спутникового телевидения был заместитель председателя Госкомитета Республики Башкортостан по ЧС Александр Лопухов, и мы обсуждали ситуацию с коронавирусом и противопожарный режим.